биотические, значит, биогенные загрязнения, микробиологические и так далее. Значит, вам, конечно, тоже это известно и понятно, и знакомо, то, что школа из-за того, что там, так сказать, скопление и на достаточно длительное время происходит скопление детей, которые могут где-то вне школы подхватить какую-нибудь заразную болезнь, то школа может становиться рассадником этой болезни, потому что вот как раз они могут заносить различные вот эти загрязнения в виде микробов разнообразных и так далее. И вот для того, чтобы снизить эту опасность, мы должны прежде всего воспитывать детей, чтобы они, если они, там, положим, кашляют или чихают, обязательно носили соответствующие повязки и так далее. И если это достаточно далеко заходит, чтобы они все-таки лучше откашлялись где-то дома, посидели, а не носили это в школу. Это, так сказать, предотвращение, прежде всего, режимное. И одновременно, опять же, режим на контакты. Может быть, будет полезным отсаживать их отдельно, вот, чтобы они сидели, не просто какая-то группа кашляющих, которые в одной груди, а чтобы они именно отдельно и друг от друга сидели. Если это возможно, конечно. Но тоже это иногда приносит достаточно, так сказать, достаточно сокращение этой опасности. Но самое главное, что предотвращает вот этого рода, не предотвращает, а снижает, и причем существенно, вот такого рода обмен патогенами. И это вот различного рода комнатные и особенно растения, которые находятся в школьном дворе.